Яркий и чистый, теплый и завораживающий огонь костра. Костер, который горит полным огнем и собирает вокруг себя родных людей, сородичей. На протяжении вот уже 35 лет мы греемся и подпитываемся животворящим теплом гулуна, костра, который зажгла любовь. Казалось бы, как много времени прошло, и как мало для того, чтобы полностью насладиться творчеством народного ансамбля северных танцев «Гулун». В эти дни идет подготовка к долгожданному концерту. Репетиции, репетиции и репетиции. И 7 декабря на сцене будет царить атмосфера тепла и любви, грации и настоящей северной энергии. О том, как ждали этот концерт зрители, говорит тот факт, что все билеты были выкуплены за 2 дня, и по многочисленным просьбам 8 декабря состоится второй концерт народного ансамбля северных танцев «Гулун». Билеты на второй концерт также разобрали за неполных 2 дня. Мы нашли момент в плотном графике работы у создателя и бессменного руководителя ансамбля «Гулун», заслуженного работника культуры Российской Федерации Любовь Алексеевны Никитиной, и поговорили о подготовке, о мыслях и ощущениях этих дней. Вспомнили и начало. Самое начало 90-х годов, когда талантливый хореограф Любовь Никитина впервые громко заявила о своем желании создать коллектив северного танца. И название сразу нашлось – «Гулун». Создавался ансамбль на полном энтузиазме и желании показать миру красоту и грацию исконно народных движений, поставленной по всем канонам хореографии. Я в то время работала по совместительству в колледже культуры и искусств хореографов, готовила для себя, это никто не знал. Также в Арктическом институте работала. И когда мне все время говорили, что у вас нет профессиональных артистов, я так, мечтая, готовила артистов для «Гулуна». Главной целью Любовь Алексеевны было придание ансамблю статуса государственный. В 2014 году на очередном съезде Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Егор Афанасьевич Борисов предложил создать Государственный театр коренных малочисленных народов Севера. Идею подхватили, и уже через некоторое время театр был создан на базе ансамбля «Гулун». Ребята-танцоры получили не только официальное место работы, социальные выплаты и звания, но и возможность обучения и развития. Открытие театра ознаменовалось грандиозным спектаклем «Гаса-Хунат» при полном аншлаге. Этот период работы над созданием театра, репертуара и гастролей можно назвать созидательным. Но по какому-то стечению обстоятельств Любовь Алексеевна и ведущая актриса театра Эва Шамаева были вынуждены уйти. Каким образом эта история откликнется потом для всех нас, покажет время. Почему я сейчас говорю, шутя, любя, у разбитого корыта? 35 лет тому назад мы созданы при этом же Доме народного творчества, да? И вот в прошлом году, но еще года нет, как нам, наше Министерство культуры поняли, что надо все равно «Гулун» надо поддержать, и дали 2 штатные единицы, и вот мы с Евой работаем вдвоем. И все люди пришли, не любящие танец, но вначале они так приходят. И, конечно, мы потом в свое русло, опыт работы есть, и очень такие большие преданные люди, фанаты все равно остаются. У нас всегда дисциплина строгая, очень много работаем, некоторые не выдерживают. Вот поэтому остаются самые-самые, и мы осмелились нынче отметить 35 лет. И вот на афише у нас
Есть наверху, если кто заметил, Гулуну 35 или 1 год. 35 лет тому назад, если мы созданы, то у нас был перерыв. Когда мы ушли с театра, мы почти год сидели без работы, и вот еще года нет, как мы созданы, и вновь созданы с новой силой, с новой энергией. Весь почти репертуар, который в Золотой фонд вошли танцы в Гулун, мы восстановили и вот осмелились отметить 35 лет. Конечно, судить будет зритель, но мы сейчас готовимся и будем стараться, что Гулун – это в переводе из Савенского – это костер, и наш костер еще не погас. Все время я добивалась, чтобы действительно ансамбль Гулуну придали статус государственный. Уже на голом энтузиазме работать было очень трудно. Мне кажется, может быть, чуть рановато этот театр создать. Надо было, мне кажется, все равно танцевальный, может быть, песни и танца. И мне, конечно, в связи с этим тоже вот для Северанджи был ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль Хеде. Его сейчас тоже нету. Поэтому песенная и танцевальная культура народов Севера вроде бы на государственном статусе нет коллектива. А пока приходят на репетицию ставшие уже родными люди, в которых прочно сидит дух Гулуна. Крепкие плечи, сильные ноги, красивые руки, тело не забыло движений, из первых звуков бубна и привычных ритмов рисунок танца выходит сам. И все они сегодня, взрослые, состоявшиеся личности, как на машине времени возвращаются в свою молодость на 35 лет назад. И снова голос Любовь Алексеевны ведет всех за собой. Голос Любовь Алексеевны, как она? Как голос этот вас возвращает туда? Конечно, возвращает. Обязательно. Вы уже чувствуете себя не взрослыми, зрелыми людьми, а уже теми ребятами, девчонками, мальчишками, которые пришли первый раз тогда танцевать? Да, нам до сих пор 25 лет в душе. Гулун был очень разнообразный. Вообще мы были очень разные. И учащиеся, школьники были, студенты были, взрослые люди были, работающие. И первый раз мы поехали в Москву на десятилетие коренных народов. И выступали в каком-то огромном зале. И выступали там и Менго, и Эргерон. А мы были таким юным коллективом, по-моему, то ли 2-й год или 3-й год существования. Но тем не менее, 2-й год, от души выступили, показали себя, нам понравилось. И, в общем, конечно, был очень такой большой трепет перед тем, как мы вышли, потому что нас никто не знал. А мы только-только вот стали выходить на сцену, но, тем не менее, конечно, вот тот заряд, который был, радости, движения и так далее, это вот как-то вот нас очень вдохновляло. В танце как бы, да, появляются крылья, второе дыхание, как говорится, вот пожилым людям, например. Состав – это уже, да, история. С тех пор мы вот как бы постоянно связь держим, помогаем как можем. И вот состав первый, вот, как видите, в таком физической форме, там хорошем, как бы. Я танцевал 2000-х годов уже, когда я учился в колледже культуры и искусства, и там открылась Северная. Вот, и после этого я вступил в эту группу, мне это понравилось, как домашний очаг. Вот. Название «Костер», «Домашний очаг», и это ансамбль мне много очень чего. Воспитание дал. Воспитание – это как бы вовремя приходить, вовремя так. И классика там есть, и народные танцуем. И в 2000-х годах я уже с основным составом начал гастролировать по всей Европе, России.
Ребята, у вас не было звездной болезни тогда? Вы же такие знаменитые были. Нет, не было. Нас приглашали. Ну, нас приглашали. Мы вот, например, очень хорошо помню, в театре оперы и балета часто танцевали. И мероприятия были на уровне президента Республики Саха-Якутия. Михаил Ефимович Николаев всегда смотрел нас, на первых рядах сидел. А вообще, ну, Гулун — это вот целая такая, скажем, наша юность, молодость, жизнь такая. Я, например, 13,5 лет было мне, когда пришла. Примерно в это время, вот тоже был то ли октябрь, что ли, это 90-го года. Я была еще школьницей, и меня позвала Надежда Прокопьевна Николаева. И я когда пришла, там все были студентки уже, взрослые были. Но тем не менее, там школьниц нас было двое, я и еще Наташа Кычкина. Ну и что, очень даже влились, и как это, Любовь Алексеевна говорила, что у меня очень такие характерные роли получались. Голун, юность моя, студенчество, и когда первый раз в город приехал с севера, и сразу в Голун. И 3 года, год студенческий, как хобби, и до сих пор вот в форме танцую, ну, и люблю танцевать, вот. Вот. До сих пор дружим, общаемся, поддерживаем. Ну, сколько лет прошло? 30 лет прошло. Первооткрыватели есть первооткрыватели. Я очень благодарна моим самым первым, которые пришли и поддержали, и по сей день вот все вместе вот 35 лет встречаем. А в это время в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского полным ходом идут репетиции нового состава «Гулун», за что отдельная благодарность генеральному директору Антонине Корякиной. Много молодых и красивых артистов, многие уже с опытом работы в ансамбле «Северное сияние». Ева Михайловна требовательная, строгая, но в то же время добрая. Ребята с удовольствием повторяют движения. Мы восстановили буквально практически весь репертуар Гулуна за 1 год. И покажем самые такие танцы, которые народ полюбил за все это время. Ну и, конечно, северные, в основном северные танцы будут. Новые композиции будут, еще будут коллаборации с певцами. За эти 35 лет у нас немало было коллабораций. И вот самые тоже такие яркие номера мы отобрали для нашего концерта. И есть совсем свежие, совсем новые номера тоже. Именно когда я танцую северные танцы, вот, во мне пробуждается, вот, как бы сказать, потомственные. Вот. Я сам Эвен, потомственный оленевод еще. Вот. И все мои друзья и родственники все танцевали тоже северные танцы. Из-за этого более легче получается танцевать. Скоро первое крещение на большой сцене. А пока ребята без устали репетируют и гордятся тем, что они часть большой и дружной семьи «Гулун». Мен Геркел, меня Гербев Натали. Я вот изучаю свой родной язык, только начала. Я еще хотела вот попасть со школьных времен, потому что наш хореограф Фаина Валерьевна, она всегда рассказывала нам о Гулуне, и после выпуска Эннекена обязательно должны танцевать именно в Гулуне, она говорила, потому что здесь мы вот танцуя вот именно северные танцы, сохраняем свой культурный код, изучаем свой язык. И мне очень нравится. И когда вот Любовь Алексеевна, она рассказывает про танцы, и как-то мне очень приятно узнавать многое. И вот смотря на нашу Еву Михайловну, мы хотим быть профессиональными танцорами, потому что у нас вот такого образования нет. Мы же из народа, вот поэтому мы всегда стремимся к лучшему. Дарова Дялбу, би Гарбев Надя, би Гулундула, Дегем Ангану Хедякалгак. Я начала сама заниматься танцами с малых лет.
Вот в 8 классе к нам в Сакрыр приезжали Гулун, и я увидела их и полюбила всем сердцем. Мне захотелось к ним когда-нибудь вступить. Вот приехала учиться, и в 1 курсе своего обучения вступила в ансамбль «Сияние Севера», и с того времени хожу уже 4 года. Каждый год, каждый день меня Ева Михайловна и Любовь Алексеевна удивляют. Они, когда нам рассказывают про смысл танца, они вникают, говорят истоки, рассказывают истоки, говорят, из чего это все произошло, какое движение имеет смысл и так далее. Поэтому нас ожидает очень большой концерт. Это очень трудно для нас, так как это ожидаемый концерт, и от нас ожидают очень многого. Поэтому мы надеемся, что вы придете и насладитесь нашим концертом. А гастрольный график, тур намечается? Ну, в планах, в мечтах, конечно, есть, но точно пока сказать не могу, потому что, ну, а вдруг не получится, да? Ну, конечно, хотелось бы уже и на гастроли ездить, объездить не только нашу республику, но и за пределы. Вы состоявшийся педагог уже, надо считать, да, что детей воспитываете. Руководствуетесь ли вы схемами матери Любовь Алексеевны или уже свой путь, который вы сами находите? Я что-то от нее обязательно беру, но и стараюсь оставить свой почерк, потому что все-таки я тоже другой человек, другая личность, но мама – это для меня эталон во всем, поэтому, конечно же, ее учение – это вообще на все, так скажем, на века должно все это остаться. Ну, я вот пришла к выводу, да, с профессиональным коллективом работать легко в том плане, что это люди, они обязаны. Вот что я хочу, что я от них хочу, что я хочу поставить, это все делается, да. А самодеятельный коллектив – это очень трудно, они разновозрастные, все работают. Как раньше, вот, допустим, вот сейчас сидят первые, да, они знают, какая у нас дисциплина была. 5 минут человек опоздал, не заходит в зал. Вообще 3 дня без разрешения пропустил, уже сразу мы вычеркивали со списка. А сейчас такого нет, уже той дисциплины, конечно, нет. Ну, я очень зависимая. Но это минусы, да? А хорошо, что когда люди, желающие приходят, у них глаза горят, они такие чистые, такие азартные, так легко с ними. Девочка, было такое условие, что обязательно косы, волосы длинные надо отращивать? Было такое. Было такое. Да, вначале вообще, да, в наш Гулун брали северных, то есть родом из севера. Это один из, кстати, критериев было, то есть человек должен быть родом из северного района или представителем коренного малочисленного народа севера. Вот я из Аймиконского района, она чуть попала в Гулун. Да, и по поводу вашего вопроса, длинные волосы, конечно, приветствовались, но поверьте, я пришла вот с такой прической, с такой химией, и Любовь Алексеевна меня приняла, потому что во мне она увидела тоже вот ходячий маленький талант и взрастила из меня танцующего человека, за что я очень сильно благодарна.
каждое поколение, наверное, о себе все равно хорошо отзывается, да. Мы являемся вторым поколением, так считаем, поколением именно двухтысячников, да. Нас очень много, кстати, и до сих пор, да, мы ходим. Основной костяк человек 30 есть. Сегодня у нас просто в силу того, что вот переправа закрыта и так далее, и все уже работающие люди, понятно, что у всех семьи, работа и так далее, и в районах живут, проживают. За 2 недели у нас уже полный состав будет. Хочется выразить огромную благодарность нашей второй маме. Вот лично от себя точно я скажу, что я в 10 классе, как только пошла в 10 класс, я пришла в Гулун танцевать. Это школьница, да, старшеклассница. И как только я увидела Любовь Алексеевну, я сразу влюбилась в нее, потому что это действительно человек очень искренний и северный, в плане того, что вот по характеру даже, да, вот она сказала, и она делает. И сказала, и честно говорит в лицо. Я таких людей очень сильно уважаю. Это человек, который стал для нас примером дисциплины, примером здорового образа жизни, примером коллектива, примером именно северного духа, устойчивости, стойкости и силы воли. Человек, который научил нас именно быть командой, человек, который нас вывозил на различные гастроли. Мы увидели с помощью и благодаря Гулуну, благодаря нашей любимой Любовь Алексеевне страны. Это было классно. Это были те времена, когда мы, представляете, были счастливые времена, мы счастливое поколение, которые ездили бесплатно благодаря нашему Гулуну и увидели страны. У нас расширилась вообще круг общения, культура, наша мировосприятие в целом, да, и на сегодняшний день мы до сих пор все вместе дружим, общаемся, и с удовольствием на приглашение Любовь Алексеевны мы пришли сразу же на репетицию, у нас сегодня 2-я репетиция, и мы с достоинством выступим обязательно 7 декабря. Все равно я думаю, что коллектив должен быть государственный, я думаю, да. На самодеятельном уровне культура далеко, это очень такой фанат, патриотизм и на голом энтузиазме. Мы буквально все сами шьем, все сами из своих денег, вот сейчас бисер покупаем, все это делаем, но так-то далеко не пойдешь, поэтому все равно поддержка в дальнейшем нужна. Я думаю, если этот Гулун, я не знаю, что там, уже не буду я второй раз, 1 раз сделали на базе Гулун театр, но уже про театр я уже не буду говорить, да, а сейчас уже даже у меня язык не повернется, давайте еще раз государственный ансамбль танца создадим. Но если сочтут нужным, конечно, надо делать, потому что у всех есть, у камчадалов есть 2-3 государственных ансамбля, у чукчи есть 2, НР и Эргрон, да, вот они все государственные. Так их совсем численность маленькая, но имеет государство, может, министерство, понимает, что эту культуру надо поддерживать и сохранять. А у нас танцевальная культура самотек идет. Кто что хочет ставит, кто что хочет делает, да. А наши северяне бедные совсем сейчас еще хуже и хуже. Вот я сколько мне лет, и все время с 90-х годов, все время трудно, финансово трудно. А когда у нас будет хорошо? Поэтому надо все равно как-то поддерживать. Я так думаю. Лет через 10 что будет, я не знаю, но у меня есть кому передать свой ансамбль, поэтому Гулун все равно будет, даже если в самодеятельном уровне Гулун будет, потому что люди идут, люди хотят танцевать, не только танцевать, пропагандировать, сохранять и развивать северный танец. Разгорайся сильнее и гори ярче, наш Гулун. Мы надеемся, что вскоре в полный голос и в полную ногу заявит о себе государственный ансамбль северных танцев и песен Гулун, ведь желанием свойственно сбываться.
пламя жизни, на счастливую звезду!